Доброе утро, дамы и господа, здравствуйте. У нас сегодня такие гости замечательные, прекрасные девушки из Кыргызского экономического университета. Это Айгуль Нурматова, проректор по внеучебной работе. Здравствуйте, доброе утро. И Айджан Калыкова, участница конкурса «Мисс Университет», да? Да, Мисс Кео. Замечательно, отлично. Ну, рассказывайте, как вставать в такое время? Здравствуйте еще раз, доброе утро. Пользуясь моментом, хотелось бы поздравить с прошедшим уже праздником всех представительниц прекрасного пола. Вас поздравляю, я как-то прям Спасибо мне большое. неудобно сейчас. Спасибо большое. Да, после праздников, конечно же, вставать очень тяжело, но тем не менее мы как бы нашли в себе силы, да, сюда прийти. Вам спасибо за приглашение. То, что уделили нам внимание. Вам спасибо, что пришли, нам Спасибо. очень приятно. Ну, расскажите немного о КУ. Кыргызский экономический университет, без доли скромности я могу сказать, что это один из ведущих вузов страны, где ежегодно готовятся высококлассные специалисты в области экономики. Также я хочу сказать, что наш университет обладатель премии качества в номинации образования за 2015 год. Потому что это действительно такая высокая награда, да, со стороны нашего правительства. Также в этом году мы готовимся уже к американской аккредитации, у нас уже есть европейская аккредитация. Про наш вуз можно сказать, можно говорить бесконечно. Но я еще хочу сказать, что наш вуз – это один из таких вузов, где образование дается не только на русском официальном языке, но и у нас присутствуют еще такие группы, где все предметы преподаются на английском языке. Отлично, но я вот хотел узнать, еще конкурс будет, да, Мисс КУ. Вот у нас, кстати, участница Айджан в этом году будет участвовать. Мне просто интересно, насколько, ну, сам масштаб, то есть много, наверное, очень участниц. Расскажите вот про количество Айджан. Ну, наверное, в первую очередь вот к вам вопрос, потому что вы как изнутри наблюдаете на это сейчас. Да, я являюсь одной из участниц этого конкурса. Нас всего 19 девочек, и среди девочек, они очень разные. Также есть у нас среди девочек и другой нации, не только кыргызские. Мы к этому конкурсу очень тщательно и ответственно готовились. И думаю, вот завтра все пройдет на высшем уровне. Я думаю, все нереальные красавицы. Да. А в чем заключается конкурс? Как он проходит? Расскажите. Конкурс проходит нужно проявить себя на максимальном уровне. Также конкурс он оценивается на 3 этапах. Первый этап – это видеовизитка, где мы рассказываем о себе, чем мы увлекаемся и так далее. Второе – это мы танцуем, то есть оценивается танец. И третье – это вопросы и ответы. Будут оценивать, как мы отвечаем на вопросы различные. Это вопросы которые задают нам жюри, все такое. Ну, слушайте, на самом деле очень круто, прям как конкурс, большие вот конкурсы красоты, да, в которых тоже также все поэтапно. Это очень круто. Но расскажите, что дает вот этот конкурс победительнице, например, то есть какие бонусы для нее? Ну, вообще, хочется сказать, что данный конкурс у нас проходит ежегодно, с 2001 года. И с прошлого года я хочу сказать, что мы вышли действительно на другой уровень. Если до этого мы проводили данный конкурс в стенах нашего университета КЭО, то с прошлого года мы начали проводить данный конкурс в больших залах столицы. В этом году конкурс пройдет в Кыргызском драматическом театре. Если вам интересно, что же получат победительницы, то наша мисс КЭО 2017 года, она поедет в тур по Турции, по 5 городам Турции. Это Средиземное море в основном. Второе место у нас вице-мисс получает такой прям порядочный ноутбук. И третье место у нас планшет. Но, тем не менее, мы в этом году решили и что добавили еще одно место – мисс зрительских симпатий. Мисс зрительских симпатий у нас будет, конечно же, выбирать наш зал. Мисс зрительские симпатии мы уже подготовили такой новенький смартфон.
Круто, на самом деле, очень крутые подарки. Я думаю, на учебе это никак не отразится, да? Ну, то есть какие-то бонусы в учебе, там, зачеты и Ну, это все-все-все. обязательно. Отлично, замечательно. Но расскажите, присутствует волнение у вас вот перед... Конечно же, присутствует волнение. Какая вообще атмосфера? Все волнуются или кто-то... Конечно, все волнуются. И как мы очень долго к этому шли, мы готовились месяц. Также мы снимали свои видеовизитки. Это было очень ответственное время для нас. Но на самом деле вот такие соревнования — это конкуренция в первую очередь. То есть какая вот у вас в этом плане атмосфера? То есть девочки прям конкурируют или наоборот все как-то дружны, и вот мы делаем общее дело? Но так как мы учимся в одном в университете, мы все дружные, думаю, все пройдет как дружно. Отлично, замечательно. Я надеюсь, что это ежегодно так проходит в таком ключе. Но расскажите еще, сколько обычно участниц претендует? Вот, то есть мы в этот раз понимаем 19, да, девушек. А вообще это, то есть какая-то стандартная цифра ежегодно? То есть уже получается 17-й год, да, проводит? И то есть каждая ли может принять участие? Ежегодно у нас как бы цифра неопределенная, да, вот у нас ежегодно цифра, конечно же, количество участниц меняется. В прошлом году их было 18, в этом году 19. Просто мы на таких этапах, как кастинг, да, мы даем просто шанс девушкам действительно выразить себя. И в этом году талантливых, очень красивых девушек было очень много, поэтому почему бы и нет. А в этом году мы, получается, дали больше шанс, да, девушкам проявить себя в данном конкурсе. Вот просто хочется добавить, что Айджан все равно чуть-чуть лукавит в плане того, что там все такие дружные, но тем не менее, в любом случае, в любом женском коллективе, я думаю, присутствует только да, как бы конкуренции, да. Но тем не менее, да, девушки действительно, они готовились почти 2 месяца к данному конкурсу, и поэтому они действительно, можно их похвалить, то, что они отнеслись можно сказать, к своей работе, да, к данному конкурсу, действительно с большой ответственностью. Ну, на самом деле, мне кажется, это наоборот хорошо всегда, конечно, когда конкуренция, тем более вот какого-то одного пола соревнования, тем более женского, это очень Чем хорошо. ближе конкурс, тем у нас конкуренция Больше превышается, нагнетается, да? Ясно. Но конкурс уже будет завтра проходить. Да. Давайте расскажем еще раз, где он будет проходить, и каждый ли может прийти и посмотреть. Конечно же, каждый может прийти посмотреть. Конкурс будет проходить в 16:30 в Кыргызском драматическом театре. Это будет не только, получается, они могут, наши зрители могут посмотреть не только на участниц, но мы пригласили очень много звезд нашей эстрады, КВНщиков. То есть зрителю, который придет, найдет время, завтра будет, ну, как бы, на что будет посмотреть, да, будет что посмотреть. Отлично. У нас сегодня, друзья, такие гости в студии, замечательные девушки из Кыргызского экономического университета. Это проректор по внеучебной работе КУ Айгуль Нурматова и Айджан Калыкова, которая будет участвовать как раз-таки в соревнованиях за звание МИС КУ 2017. Айджан, я вам от всей души желаю удачи. Надеюсь, у вас все получится. Действительно, что вы прям будете биться за первое, за самое главное место. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня в студию. Еще раз вас с прошедшим праздником. Спасибо большое. И доброго утра. И вам, друзья, тоже доброго утра. Мы сегодня говорим о счастье. Дозванивайтесь в студию по номеру 57 77 97.